Насыщенный день в Министерстве просвещения. Исполняющий обязанности министра Инал Габли встретился с учителями, приехавшие на днях из Пятигорска. В этом году около 200 директоров и педагогов общеобразовательных школ Абхазии участвовали в образовательных мероприятиях Центра знаний Машук. К нам пришли в гости учителя, которые принимали участие в весеннем педсовете. Он стал международным благодаря участию Республики Абхазия. И учителя приехали заряженные, замотивированные. Тема была детский отдых летний. Вот, и мы договорились, что в наших школах мы будем продолжать опыт создания детских лагерей. Например, в прошлом году в Очимчире мы провели такой лагерь двухнедельный совместно с фондом «Моя история» и Минпросвещением России. И дети очень были рады. Учителя отметили, что главной целью мероприятия было поделиться с участниками лучшими практиками и методиками, которые используют российские педагоги в своей ежедневной работе, а знания, полученные в результате обмена опытом с российскими коллегами, они будут использовать в работе с детьми. Были различные виды у нас работ, и вот, как сказала коллега, и командные работы, и в группах, и разные были семинары. Мы могли это все по выбору выбрать, что именно нас интересовало. Вот, так как моя группа, где я находилась все эти 3 дня, занималась, значит, отдыхом, как улучшить отдых педагога, что вот оказывается эта тема очень важна, как-то вот лето и лето, да, а тут оказывается столько аспектов, как можно улучшить и самочувствие, и на будущий год сделать какие-то наметки, наработки, и самообразовательный уровень повысить. В общем, этому было посвящено. Правильно спланированный летний отдых помогает учителям вернуться к работе с новыми знаниями, свежими идеями и энтузиазмом. Важно правильно организовать каникулы, чтобы снять психологическую нагрузку, накопившуюся за учебный год. В школе, так как тема была очень актуальна для моей школы, в принципе, для Абхазии, это тема летнего отдыха учащихся и учителей. Как же структурировать такую работу, когда, в принципе, летом мы должны отдыхать. У нас так принято, что мы должны после рабочего процесса немножко набраться сил, но при этом работа не должна прекращаться, чтобы не было такого, что мы сбиваем темп рабочий. Это очень сильно снижает уровень подготовки уже в сентябре, когда дети приходят обратно в новый учебный год. Исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габли встретился с победителем Всероссийской телевизионной олимпиады «Умники и умницы», выпускником 2-й Сухумской школы Нестором Тарбо, и поздравил его с успехом. С улыбкой на лице Нестор поделился впечатлениями и эмоциями, полученными от игры. После финала, честно говоря, долго от себя отходил, потому что это уже случилось, мы же за пару часов это все сделали, сняли. Поздравления, все встреча с ректором. Потом напутственные речи, затем я уже всем позвонил, в первую очередь, Министерство просвещения наше с этой радостной новостью. Затем я очень много приятных, правда, вещей слышал, поздравлений, еще тоже наставления слышал. И сейчас, вот когда сижу с вами, мне очень приятно слышать то, что я сделал для себя, я также сделаю для всех остальных. Также Инал Габли принял призера Международной математической олимпиады, связанной с технологией и информатикой, поздравил ее с почетным 3-м местом и пожелал успехов в учебе. Благодарю твоих учителей, тебя за твой труд, что ты справилась с достаточно сложными заданиями по математике. Я думаю, они намного сложнее, чем даже уровень нашей республиканской олимпиады. Поэтому ты показала действительно достойные высокие знания в математической науке. Всем гостям от Министерства просвещения были вручены памятные подарки, книги и дипломы. Кундашова Алексея Гухава, Нурсу Цулуки, Абхазское телевидение.